Na Alaverda Bonuazegu zarde makafte Patsachadun Ensemble Simde Salistka. Kurdiat Jenka Fag Ayvadun Gimnastika Zindgon Trainer Tedet Zarine. Svella Timan Haskanga der Baragur Azgafeltarima Yabun Imiag Avzag Sarn Kayui. Yafet Saxen Hasai der Wifandag Sarta Skola Zaute Zardatam. Alaverda Falgatui Zuap Talaverta Achurganinakte Farstatan. Rargon Kota Kafte Susagzinata Erzirta Respublika Sporta Kabazarای Reste Ayvadun Gimnastika Ценесан юагис уадет тфадل Алаверде фалгат скола зауталамбнак зуапатерайстой аппат сафарст тендер. Агоснем Сузарина, тенгерсыз гунде ну кайрботсетана Алаверде мам Нефсендат сама свалата фарстатан аргум зопата кайдатсина. Добрый день, конечно, я очень волнуюсь, очень рада здесь присутствовать. Отвечаю, обещаю отвечать честно, максимально, насколько это возможно, потому что с детьми иначе нельзя. Салам. Ջիոթե գենոդի Զարինա ագասնամցու Ախսս գոնու դրաստակ կեսորտը ամանա օլավարդմա կայֆա ոզագդա Tradíci tam gaska na olavardu aştafetçoyza razunca çorda xay. Cibir taymamnay razur. Kam roygurta, kam squmilda, valdar axirot kam roystoy amakad. Добрый вечер, молодежь Осетии, уважаемые дети. Рада вас всех видеть. Начну с того, что родилась я в Южной Осетии, в городе Цхинвал. Сад детский. В школу я пошла именно в Южной Осетии, лицей искусств, моя первая школа. Проучилась я там до 6 класса. Потом по семейным обстоятельствам нам пришлось переехать в другой город, в Северную Осетию. Там я пошла в 41-ю школу, окончила эту школу. Хочу сказать, что лицей искусств для меня это как... такой, знаете, такая школа родная, любимая. Я ее люблю, она у меня засела в памяти, в стенах этой школы я чувствую себя как у себя дома. 41-я школа Северной Осетии, она тоже родная, конечно же, безусловно, но именно лицей искусств для меня вот роднее, любимее и ближе. Высшее образование также получала в Северной Осетии, Владикавказский институт экономики и управления права. Это мое первое образование, базовое. К сожалению, я не выбрала эту профессию, не пошла по этому профилю. Не жалею, не могу сказать, что я об этом жалею, но вот так вот получилось. Дудайте, Георгий. Кез امروز است اکونومیست پروفسی. واتر در چهار زباستای آیودیمه. سیاراج در کافتیمه. Радурман, цайроита дафандак. Хочу начать с того, что профессию экономиста я выбрала уже, окончив школу. Это уже был такой подход, знаете, что нужно выбрать, куда идти дальше, по какому направлению. Но я могу сказать, что в танец я влюбилась в 1 классе. Учитывая то, что на протяжении вот этих 10-11 лет, которые я проучилась в школе, да, я была влюблена в танец. Могу рассказать историю, что в лицее искусств это было обязательно, потому что мы там занимались как изобразительным искусством, точно так же мы занимались хореографией. Национальный танец — это именно то направление, которое я, можно сказать, первый раз столкнулась именно в лицее в этом направлении. Хочу сказать огромное спасибо своему первому педагогу Майе Четион, которая просто своим одним отношением к искусству, к творчеству заставила меня влюбиться в танец. Точно так же хочу поблагодарить человека, который меня направлял, не давал ни в коем случае бросить танец. Это был Геннадий Шевидович Бичинов.
царство ему небесное. Это вот два моих наставника, два моих педагога, которым я буду, наверное, всю жизнь благодарна, только потому, что вот благодаря им я влюбилась в танец. Я сделала танец смыслом своей жизни. То есть это на самом деле так, потому что человек, который танцует, здесь присутствуют люди, представители, которые точно так же выходят на сцену, проживают эту жизнь, потому что танец — это и есть жизнь, это образ, это самосознание, да, вот мы себя в танце чувствуем совершенно по-другому. Пусть никто не говорит, что в танце можно просто выйти и пройти схему. Нет, это не артисты. Если ты не проживаешь эту жизнь, этот образ не пропускаешь через себя, через свое сознание, ты там не задержишься, потому что нельзя танцевать, заставляя себя. Не бывает таких танцоров, которые на самом деле в искусстве себя заставляют танцевать. Такого нет. В искусстве остаются люди, которые влюблены в танец. Понимаете? Танец нужно любить. Вот тогда ты станешь артистом, тогда ты задержишься, и тогда ты это сделаешь смыслом своей жизни. Буквально Анжелика, подсахадон ансамбль Симд бахаутта. Хочу сказать, что госансамбль Симд — это вот самый любимый отрезок моей жизни. Попала я туда в 2010 году. Там был кастинг, был такой просмотр. Вы знаете, вот просматривают артистов, и вот по уровню подготовки они определяют, подходишь ты к госансамблю или нет. Это было очень волнительно, потому что это был июль месяц, я очень четко помню, хорошо. И мы пришли, эти вот мои самые яркие впечатления, потому что госансамбль для меня это было что-то очень высокое, недосягаемое. Танцевала-то я всегда, всю жизнь, да, но вот все-таки это другой уровень, и мне было немножко так волнительно. И когда мы прошли этот кастинг, и мне сказать, что я подхожу, что я могу остаться и работать в Симде. На тот момент я еще не жила в Южной Осетии, я жила в Северной Осетии вместе со своей семьей. Я приехала сюда на лето к родственникам погостить, узнала о кастинге и просто решила попробовать. Понимаете, вот маленькая такая история. Я попробовала, мне это понравилось, и я осталась. Вот с 2010 года я оставила семью, родителей и переехала сюда, в Южную Осетию, ради Симда, ради госансамбля и ради танца. Ац профессия Зарана Джидани Ярчитада Форсма Балаудеста. Ну, мои родители, на самом деле, это очень скромные люди. Нас в семье 4 детей, и каждого из них они, конечно, каждый раз поддерживают. Но прежде чем сюда переехать, мама моя была в восторге, потому что она безумно любит искусство и восхищается. Но папа меня спросил, что могу сказать, что папа говорит: а ты уверена? Я говорю: ну, я, наверное, поеду, я, наверное, поменяю свою профессию, я, наверное, начну работать в госансамбле. Никто не удивился, наоборот. Это была поддержка, потому что, наверное, одна, хотя и Цхинвал для меня родной город, но без родителей мне бы было тяжело. Но присутствие родителей и вот их поддержка мне давали силы. И я вот понимала четко, что я на правильном пути. Даже если я бы ошиблась, даже если бы я не смогла работать в госансамбле, я точно знала, что в родительский дом я могу вернуться, и вот меня вот примут. И мне будет, я знала, что мне будет тяжело, и родители знали, но они поддерживали словом, делом. Если я не могла приехать, я, конечно же, звонила, они приезжали, поддерживали меня здесь. Поэтому для меня семья, родители — это на первом месте, их поддержка.
Schurbat David, sag mal zu dein Kaft. Танец для меня это на данный момент маленький такой смысл жизни для меня, потому что я посвятила этому большую часть своей жизни, сделала его основным, таким, знаете, маяком в жизни. Танец — это жизнь, это каждый день на протяжении многих лет мы проживаем вот эту жизнь. Мне нравятся свои ощущения во время танца, да, они меняются по отношению, скажем, в каждом танце есть свое самоощущение, свое самосознание, свой характер. Поэтому, когда мы выходим, скажем, в одном танце, да, вот эти вот чувства, которые я испытываю, я в них влюбляюсь. Мне нравится вот это вот испытывать каждый день и испытывать это на сцене, потому что в обычной жизни точно так же и сидя в кабинете, этих эмоций нету, ты их не проживешь. Это дает танец, это эмоциональное такое состояние человека, да, который не может оставить равнодушным. Ты не можешь не влюбиться, потому что это и есть маленький кусочек счастья. Ну, самая большая аудитория, я могу сказать, что это было здесь, в Южной Осетии, празднование десятилетия признания независимости Южной Осетии. Это было на стадионе. Это было незабываемо. Это вот буря эмоций, впечатлений. И вот эта ответственность, чувство патриотизма, это все зашкаливало. Мы не могли собраться, потому что мы очень долго готовились. Это было на протяжении 2 месяцев. И я хочу поблагодарить именно организаторов, которые, вот, можно сказать, за эти 2 часа мы просмотрели, да, вот зрители, они вот просмотрели всю историю Осетии. Поэтому очень сильно мне запомнились эмоции зрителей на трибунах, да, на стадионе, когда вот мы, артисты, заставили плакать зрителей наших, то есть наш народ, потому что там были простые люди. И вот это было настолько ответственно, и настолько это у меня засело в памяти. Я помню каждое впечатление, да, вот, которое я тогда проживала, ну, прочувствовала. И это было до мурашек на самом деле. Потому что у нас настолько богатая история, что об этом не знать просто невозможно. Это и гордость, конечно же, в ту же самую очередь, гордость за свою нацию, гордость за историю свою, и в том числе и за то, что вот мы носители этой культуры, и я частичка вот этой культуры, понимаете, вот такая маленькая часть. Поэтому еще у меня было одно такое яркое впечатление, это тоже была аудитория очень хорошая, большая. Это было в 2010 году, госансамбль «Симд» выехал на гастроли в город Сочи. И там, значит, туда приехали с диаспор со всего мира, в том числе и Канады, и Турции. И там был контингент такой, что вот каждый из них очень хорошо разбирался в истории и в искусстве. То есть там был настолько такой, знаете, капризный, можно сказать, зритель, что вот эти эмоции, вот эта ответственность заставляла настолько нервничать, и вот это волнение, которое было перед выходом, аудитория была очень большая, то есть площадка сама была большая, и в том числе и осетины, которые живут за пределами Осетии, да, они все приехали, и для них это было очень интересно. То есть Южная Осетия, то есть Осетия для них это вот кусочек чего-то родного, в том числе и исполнение танца. И они, можно сказать, прикоснулись
к своей родине. И вот тогда вот этот концерт в городе Сочи для меня вот оставило такое впечатление, очень серьезное, эмоционально. Վեզեր Թամինա, նրստեջ դրմեստ կավկանեքեն սվալամոդա այվադուն գիմնաստիկայի տրենիրտեր։ Ցալազը կուսысած կաբազմա цемаров зарстеац профессии. Ну, это, знаете, такая более ответственная часть моей жизни, потому что дети – это очень-очень ответственно. Поэтому в гимнастику я пришла 9 лет назад как хореограф. Мы начали работать с детьми, потому что на тот момент в Южной Осетии только-только зарождался этот вид спорта, поэтому таких ярких, можно сказать, каких-то шагов еще не было. Поэтому мы стали работать, я как хореограф, в том числе и был тренер, потому что я пришла пока что не как тренер, а как хореограф. И знаете, я вам даже могу сказать, что для меня тяжелее работать с тренером, чем, скажем, работать артистом балета, да, там, госансамбля «Симь». Поэтому это очень тяжелый для меня путь, очень такой ответственный шаг в моей жизни был, потому что я не думала долго менять профессию или нет насчет госансамбля, а вот насчет того, что стать тренером и работать с детьми, вот там я на самом деле подумала. И подумала так очень серьезно, стоит ли, потому что это очень серьезная ответственность, потому что с детьми так не пройдет. Ты можешь, конечно, где-то себе сделать какое-то поощрение, да, там, а вот с детьми это очень ответственно, поэтому как педагог я подошла к этому вопросу очень-очень серьезно. Тбилте Анна, тагум алгайнакта цикоросты. Ну, вообще гимнастки начинают свой путь с 3 лет. Вот мы набираем детишек в 3 года, они привыкают пока что к залу, к спорту, к ответственности, к тренеру, конечно же. И потом уже на данный момент моему самой моей юной гимнастке 2,5 года, а вот самой старшей уже 14. Устата Милана, адапатайдам цалсвалун архая. Если брать общее количество там моих подопечных, то их около 40. То есть вот у меня несколько групп разных возрастных категорий, и вот мы работаем с таким вот количеством, потому что художественная гимнастика, она сейчас очень популярна в Южной Осетии, она набирает масштабы, есть, конечно же, очень хорошие достижения, и мы вот... У нас вот такое количество, что немало радует. И, конечно же, каждый раз, когда в зал заходят дети с таким настроением, хотя им бывает больно во время растяжки, вот это все, но они на 2-й день, когда приходят охотно, то я считаю, что это вот одно из лучших чувств, когда вот это испытывает тренер. Лалата Викториас, aastaze midagi kui treenerina avtada kuhatseentest seda pohtud. Ройгонтада комалгайнектай. Я хочу сказать, что маленькое предсловие того, что вот к ответу моему основному, как тренер, я, конечно, это очень громко сказано, могу так себе немножко позволить, ну, я не отношусь к той категории людей, которые, наверное, себе что-то приписывают. Но могу сказать, что первое впечатление для меня было, когда я увидела тренеров по художественной гимнастике Российской Федерации. Это было в Москве, в Центре олимпийской подготовки, где вот эти вот тренеры из детей создают на самом деле сильных личностей. За эти 8 лет я могу сказать, что в моей команде мы
заработали, можно сказать, звание кандидатов в мастера спорта по художественной гимнастике Российской Федерации. Это вот две мои девочки, Мажейка Зарина, 6-я школа, и Кулухова Алана, гимназия РУХС. Это вот две девочки, две, можно сказать, гордости Осетии, которые вот благодаря своему упорству, таланту, труду, они вот привезли в Осетию вот эти два звания. Ну, одно из самых основных критерий и качеств – это, конечно же, любовь к детям. Это основное. Любовь к своему виду спорта и терпение. Терпение, когда тренер с любовью подходит к своей работе, то тут уже не стоит вопрос, ты работаешь или ты заставляешь себя работать. Потому что если ты не любишь свою профессию, если тебе она не нравится, человек себя заставляет. А если человек себя заставляет, то тут уже как бы не получится ничего хорошего, потому что все, что делается без любви, результат он бывает, конечно, не такой масштабный, хороший и приятный. Ну, на самом деле я очень люблю путешествовать. У меня вот есть такая маленькая мечта, можно сказать, искупаться во всех океанах. В 2 я уже искупалась, побывала, у меня осталось еще. Поэтому вот мое хобби – это вот путешествовать, разные страны, люди, кухня, потому что я очень люблю готовить, и каждый раз, когда я куда-то выезжаю в определенную страну, я обязательно оттуда привожу какой-нибудь рецепт. И потом пробую здесь у нас в Осетии. Бегой Таниса. Растег ма гимнастиката ересте хаядиске берзон Сисинч республика кад. Радзурманен вахс растеже искудам ерестам фанд кенут. На данный момент, сегодня, буквально вот несколько часов назад, команда Южной Осетии выехала в Кабардино-Балкарию, в город Нальчик, на соревнования по художественной гимнастике. Это очень высокого уровня соревнования. Я не знаю, какой будет результат, но я очень надеюсь, чтобы Южная Осетия, она бывает обязательно в призерах, наша команда. Я считаю, что средства массовой информации, конечно же, расскажет о наших достижениях, и вы будете следить, и тогда, надеюсь, мы еще раз встретимся, и тогда мы уже поговорим об этих непосредственно соревнованиях. Это вот самое то, что вот сейчас гимнастика. Так, на будущее у нас есть, конечно же, планы. Это и город Сочи, тоже очень серьезные соревнования. Вы понимаете, что Россия на 1-м месте по художественной гимнастике в мире, поэтому эта планка, она очень высокая, чтобы до нее, чтобы ее поддерживать, это нужно очень много работать, и эта работа должна быть качественной, потому что без качества устоять и удержаться на пьедестале это очень сложно, практически невозможно. Поэтому и дети, которые тренируются у нас во Дворце спорта «Олимп», они работают очень много. По 5-6 часов гимнастки проводят в зале. Это вот взрослому непосильно, в том числе и ребенку. Поэтому соревнования – это тот маяк, да, вот, по жизни, куда вот у них вот эта цель, они ее задают, то есть и они к этому идут. Определенные соревнования – это определенная цель на вот этот промежуток времени. Дудайт яна абоне бундан бантасти барзунт капхантам схизен. Радзурмам дадорт тариф фантифадел.
Ну, в первую очередь, это, конечно же, спорт. Это как можно больше посетить, можно сказать, соревнований и как можно больше воспитать кандидатов в мастера спорта. Это моя вот самая, наверное, главная цель в жизни и мечта, можно сказать. Все детки, которые занимаются, и все детишки, которые сейчас отдают все свое свободное время спорту, я бы хотела видеть их, конечно же, в будущем кандидатами в мастера спорта. Я думаю, что это будет для меня как подарок судьбы. Поэтому вот это моя вот основная мечта. Кафен در برگه خورزو فعال نمان بل دزردم وقتی آخماده مگ. Учитывая то, что мне очень много лет, конечно же, я могу вам откровенно сказать, что на данный момент вот это чувство волшебное, я его, конечно, испытываю. Я такой, знаете, в таком состоянии влюбленности. И я очень люблю это состояние на самом деле. Поэтому, мне кажется, любовь и доброта, они очень-очень тесно связаны, потому что влюбленный человек не может быть вредным, не может быть... Да, на самом деле это так. Влюбленный человек всегда будет добрый. Он видит все лучшее, хорошее и доброе. Я вижу Осетию, на самом деле, великой, большой. И это то место, куда бы хотелось вернуться, жить, и никогда в жизни отсюда не захотелось бы никому уезжать и строить жизнь абсолютно в другой республике или за пределами Осетии. Ну, на первом месте у меня, конечно же, Гадиота Сика, но я преклоняюсь перед творчеством и этим Кустахи Тагуров. Ну, я очень люблю встречать рассвет. У нас есть место такое потрясающее, красивое, мистическое, можно сказать. Это Козышат. Вот там по мне, так это одно из самых красивых мест в Осетии. Вот это вот мое самое любимое место. И плюс я еще раз повторюсь, я очень люблю встречать рассвет именно вот в этом месте. Хуршинат. Наманг. Бозтам гимнастикой хабарта дар шиджис, бозтам джейбай кандидат мастера спорта با گیمناستیکی که در بازتام نوجمان راجرتان یاشور دا تنگ بیرش در تام ما مزار دام تنگ فشیدیاش پروژه دامگس که زاریا راشو بدن تا اوی سایت دا مامگس که زاریا دا راز دوام بده اما نسایت دا نابون ولا وردازک دزر دم کد فسدی زارينا مازال ما تنك فاشدي كود داي موج ما كود ترينير افتدار اخصص قوم من دي اخم ترينير تنام يرستون كايس كادون تنك جاخ كوسنج ساقوم الجاين كتيما يول تنك دار يا جوب بدي دزر دم كات فاسدي يول تنك دار باتشيغان مازال دم فاشدي كوستما ورزوجينا تخاي كاشو جوب بدي هايدا Abun ola verdisi velatda da zarda makut fajdiste. Saforsta da magaska jahodiste. Ma ola verd ma simchap qası velatda kut boka soyvatsa iştirakçısı da ola verda daqda kudiste. Конечно, дети очень-очень эрудированные. Это была такая аудитория, которую невозможно обмануть, что-то придумать. Это были такие вопросы, которые и взрослые иной раз не могут сформулировать, задать. Поэтому у меня было волнение, признаюсь, потому что это очень ответственно.
перед детьми, тем более такими. Я рада за нашу молодежь, я рада, что у нас есть такое поколение, и я просто счастлива. Вот это наше будущее. Вы, наши дети, и я спокойна за Осетию, за республику, что вот у нас подрастает такое поколение. Все? Ой, девочки! Серьезно. Красавчик, ты что так молчишь? Не воруй свои. Ну, постройте мне глазки, мальчики. Ой, дубль. Я люблю. Зарина.